Предлагаю вам пригласить своих детей к экранам, чтобы они посмотрели, как справляться с теми людьми, о которых пойдет речь. Явление называется газлайтинг. Что это такое и почему оно опасно? Вообще газлайтинг – это самая опасная и самая деструктивная форма манипуляции, которая только придумана. И в настоящее время газлайтеров становится больше, больше, больше из-за роста социальных сетей, из-за неудовлетворенности своей жизни, из-за желания доминировать, влиять, устанавливать свою власть над окружающими. Итак, что такое газлайтинг? Я не скажу, что оно только сейчас у нас дошло, оно всегда было, но сейчас это просто принимает извращеннейшие формы. Что такое газлайтер? Во-первых, нужно понять, это манипулятор. И что делает газлайтер? Он заставляет свою жертву быть тревожным и неуверенным в себе, постоянно сомневаться в своих решениях, в своей адекватности, в том, что этот человек делает. Мало того, газлайтер, если мы говорим о школах или же даже не о школах, он вешает постоянно ярлыки на свою жертву или дает вот эти прозвища, там, неумеха, жирный, да, там, и заставляет свою жертву понимать, что, она ниже того, кто это делает. Одно из явлений газлайтинга, это заставить свою жертву усомниться в своей памяти. Слушай, ты вечно забываешь, да ты все не так понял. Чего стоит фраза «ты делаешь из мухи слона», да, вот это вот тоже, это явление газлайтинга, то есть это принижение своего человека. И это изматывает, согласитесь, это очень сильно изматывает, когда тебя постоянно заставляют усомниться вообще. И в какой-то момент ты понимаешь, может, ты чуть-чуть неадекватный. Ко мне постоянно обращаются люди, говорят: слушайте, а со мной все в порядке, потому что мы ведем переговоры, а потом говорят, что ты не так понял, мы этого не обсуждали. И еще и вешают вот такие ярлыки, да ты постоянно забываешь. Одним из направлений является такая штука, как вынуждение задуматься о своей вообще адекватности и привиделось, причудилось, вот говорится такие слова. И это, кстати, в бытовых вещах зачастую, когда там муж пытается манипулировать женой, давить на нее, управлять, он говорит: ой, это тебе показалось. Знаете, вот как муж-изменщик, он изменяет своей супруге, и супруга начинает что-то подозревать, и он начинает ее постоянно слушать: тебе все время кажется, у тебя постоянно какие-то там причуды, ты постоянно меня задеваешь, ты постоянно как такие вещи. Или, например, в бизнесе это очень часто бывает, когда человек работник, и он доносит какую-то мысль до своего руководителя, а ему говорят: да тебе кажется, что к тебе так относятся. И в какой-то момент жертва начинает сомневаться: а может, действительно мне кажется. Согласитесь, что эта форма воздействия достаточно неприятна, и та форма, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Не торопитесь, я сначала расскажу, с чем мы сталкиваемся, а потом буду показывать, как справляться с газлайтером.